Пылище. Пыль столбом, так как у нас засуха, дождей нету. Грибы высохли. О, медведь ковырялся тут. Смотрите, недавно. Там у меня старший сын. Я сегодня, ребят, не один. Всем привет. Едем на первую избушку с ночевкой на рыбалку, чисто на рыбалку. Будем рыбачить мелочь ловить, мелкую рыбу. Поставим летние жерлицы. Посмотрим, какой поход будет, какая рыбалка. Самое главное, чтобы погода нам не помешала. Потому что, смотрите, везде кругом тучи собираются и дожди обещают. Очень много верхоплавок. Прям волны идут. Такой вид, как всегда, я вам снимаю, останавливаю здесь. Брусника уже начала как бы краснеть. Вот они, полукрасные. Немножко есть. Давай. Я и говорю, здесь на 3 раза уже река, чем вот низовье. Сейчас мы ездили на рыбалку. Есть разница. Здесь плюнешь до другого берега, там дойдет слюна. Вот так. И чем дальше, тем уже, и он сужается на верховье совсем. Вот. Как всегда остановился. Сейчас поедем дальше. Уже включусь у избы. Смотрим, комаров не так много. Пока комфортно. По окуркам видно, что не просто мы сделали вот здесь такую лавочку со столиком. Здесь отдыхают люди. Вон яйцо съели, там видно. Ну, пока устойчиво стоит. Еще не сгнило. Да, еще прослужит. Несколько лет еще прослужит. Все, поехали мы дальше. Включусь у избушки. Дорога хорошая, сухая. Но от тучи не очень мне нравится. Ну, еще один низ. Приехали. Опа! Чолом заракарка. Лейджу шотчин. Все, мы на избушке. Приехали. Все отлично. Чисто порядок. Все так же, как и оставляли. А, да, я что-то и сток не посмотрел. Сток стоит. В принципе, нормально стоит. Лодка на месте. Все хоккей. Будем обживаться. Костер, чай. И смородины чай сделаем, да? Хорошо. Из черной смородины сделаем. Листья сейчас соберу. Давно уже не пил тоже сам. Но и Денису хочется. Любит чай из черной смородины. Такие дела. Чолом зарокарка. Хотел еще взять этот. Забыл. Как же. Диклофос. Но вроде я не вижу. Осы. Вроде как ушли, ребят. Там они были, у них. Там этот. Как улили, я не знаю, она как называется. Вот, гнездо. В общем, я убрал. Тут чистота, порядок. Как оставляли, все как так и есть.
Давайте сразу сходим за листьями черной смородины. Денис уже ушел на рыбалку. Пускай рыбачит, спиннинг кидает. Там уже на мангале у нас чайник. Все здорово. Вон туда схожу, там уже проверенное место, где постоянно собираю. Муравейник такой большой, огромный здесь образовывается. Вот там. Да, сразу вот как срываешь, запах отличается. Черная смородина и красная смородина. Прям это обалденный вкус, намного ароматнее и приятнее. Конечно же, это черная смородина. Отличается от красной. Вот так вот листья срываешь. Легко и просто. С десяток примерно хватит. Вот, можно также эти листья высушить, но я бы не стал. Потому что в любое время года, хоть зимой, можно приехать, скажем, в лес, где я часто здесь бываю, и просто найти вот этот кустик, где я постоянно знаю, где он растет, и просто отломать ветку и уже заваривать. То же самое. Очень обалденный аромат дает. Ну вот, вполне достаточно. Ох, да, конечно, очень вкусно. Пробираюсь через этот подсад. О. Вот вышел где-то вот сток, если сейчас вот сток, если посмотреть с мой рост, где-то 1,80 м получается. А был примерно вот до сюда. Вот. Где-то полметра он уплотнился. Эта трава уплотнилась. И вот так вот стало. Каждый раз он уплотняется. Ну, в меру до своего уровня. Потом он так и останется. Все. Сразу же туда кидаем вот это все дело. Пусть кипятится, заваривается. А я сейчас покажу, как сказать, что я взял в походы на этот раз сегодня. Там вещей как бы в ведра остались. Тут рыболовные снасти. Здесь вот эти такие туиса. Вот. В прошлый раз морожку, этот бетон я возил. Туиса две штуки. Машинка для сбора черники взял. Резиновая лодка, там пила с прошлого раза. Здесь лед, который уже начал таять. Он очень быстро тает. Но без толку я взял, конечно, это все. Вот. Но у нас как бы есть свой холодильник здесь сегодня. Сейчас покажу. Вот такая сумка. Это мне сын подарил на день рождения в апреле. Такой походный холодильник, так называемый. Здесь у нас наличие салат. Это получается сразу надо поднять. Это шашлык. Шашлык в прошлый раз хотел взять, не взял. Вот. Здесь вот скоро портящееся все. Очень прохладно. Там внизу такой лед тоже с этой сумкой, которая идет. Здесь каша, яйцо, майонез, колбаса. На здоровье вот это зеленецкая. Это каша. Картофель с говядиной. Ну, обычное мясо кур, вот консервы, яйцо. Ну, все четко. Там прохладно, от льда хорошая прохлада идет. И такую сумку можно в походы брать и в поезд хоть куда. Вот.
Ну, это подарок от сына. Так, ну и здесь еще, как обычно, набор продуктов. Сейчас тоже покажу вам. Там одежда. Ночевать, наверное, я буду сегодня вот тут. Вот этот матрас постелю вот сюда. Здесь я буду ночевать, а сын уже будет ночевать на моем месте. Как бы здесь комфортнее, конечно, намного. Тут одежда, как я говорил. Мало ли там прохладно станет. В общем, взяли печенье к чаю. Вот такое с глазурью такой. Вот, тут у нас получается тоже одежда. Лимонад. Так, лейкопластырь, это, извините, прикормка, чтобы оттаяла сразу, надо поднять тоже. Овощи, помидор с огурцами. Буханку тоже подниму. Конфеты. Бич-пакеты. Вот они. Тарелки тоже подниму. Соль взял. Вроде здесь тоже соль много было. И вроде тоже соль ушел отсюда. Но надо посмотреть. Вдруг рыбу там наловим. Опарыш взял. И все. Тут больше ничего и нету. Быстрая распаковка сегодня у меня. Вот. Ну что, ребят, рассказываю. Вообще солнце вышло. Ярко светит солнце. Немножко жарко. Достает мухи. Просто комаров мало, а мух много. Здесь оттаивает шашлык, мясо. Сейчас идет у меня подготовка. Палки там. И чтобы донки там поставить. Жерлицы. Вот, чайник закипел. Жду Дениса, чтобы позавтракать. И уже сходить на рыбу. Он так-то рыбачить пошел. Кругом гремит. Рыбачит спиннингом. А я его жду. Позавтракаем и уже пойдем мы ловить. Лично я пойду ловить этот мальков. Мелкую рыбу. Чтобы поставить уже донки на щуку. То же самое, как и прошлый раз. Вот. Сейчас вот палки там срубил. Подготовил. Порыбачим. Поставлю вот эти донки. Ну, этот процесс. Сам процесс я снимать не стану. Потому что это, ну, нечего там смотреть, ребят, если честно. Я отвлекаюсь на эту съемку, и вам будет неинтересно. Интересно, как ни крути, все равно. Это когда процесс, когда ты проверяешь. И когда есть что вот поймать. Самое главное это, чтобы погода не подвела. Потому что сейчас сперва южной стороны там туча прошла, там гремело. А сейчас уже с северной стороны прям гром идет. Или одна и та же туча кружит там. Вроде и тучи нету. Но он там гремело, вон там. Денис вернулся с рыбалки, ребят. Он вернулся с уловом. Вот такой окушок. Хороший окушок, между прочим. Ну и я тоже. Вот тут у меня на поплавок одну плотву поймал. Так что у нас уже 2 рыбы есть. Мы уже с уловом. Начало. Как бы. А эти окушки, как бы, если пятак таких окушков, то вообще было бы шикарно. Достаем из холодильника салат. Вот, пожалуйста, с утра приготовили. Ну, тут майонез. Яйцо. Яйцо забудешь, нет? И колбаса еще. Если что, нарезку там с чаем попьешь. Ну, как бы уже лесной компот получилось. Тут прохладно, там лед сразу он не оттает. Очень здорово. Так что годная вещь. Ладно, сейчас будем заправлять майонезом. Майонез такой с лимонным соком. Салат обычный, как бы, можно сказать, оливье. Гороха только не хватает. Огурцы, лук, картошка,
Так, яйцо. Вижу. Больше там ничего нет вроде. Сейчас недавно поднялась лодка. Ну, мало ходят. Вот одна лодка только поднялась. Ну вот, пожалуйста, такой завтрак. Все на столе есть. Сейчас быстренько позавтракаем и снова на рыбалку. Будем с берега. Лично я буду с берега там рыбачить. Денис будет также ловить крупную щуку. Угу. Нормально. Моя, надеюсь, действительно с привкусом лимона. Попробую. Угу. Чувствуется, что-то есть. Вот тут, короче, ребят, я в прошлый раз рыбачил. Но вижу я мелочь, но до такой степени сейчас вода упала, уровень. В общем, песок, один песок осталось. Вон туда еще скажу поглубже. Вот здесь вот тропинки, вот тут я ходил, рыбачил. Капец. Вон мелочь плавает. Мне бы хотя бы с десяток. Просто с десяток плотвы или пескаря поймать. Мелко, не крупно. Опа. Опс. Первый ушел. Да. Их много там плавает, но видишь, первый сразу же не повезло. Есть. Ух ты, хороший какой. Елец добротный. Это уже крупный елец, ребят. По нашим меркам нормальный. Вон там плавают, их много. Вон уклеечка. Плотва. Перебор маленький. Отпускаем. Упс. Оказывается, он сидел уже. Шеды. Окуня поймал Денис. Это отлично. Сейчас смотри, что творят. Опс. Что-то какой-то жор у рыбы. Азартно клюет. Уклейка. Оп. Хрена себе. Худжит нукьясисна. Вот это да. Опа. Вот. Плотва. Рыба хорошая. Не так, скажу вам, каждый заброс поклевка, но с глубины рыба поднялась на кормежку, наверное. И хорошие. Ну, так я пока буду рыбачить, потом уже весь процесс рыбалки не хочется снимать. Рыбачу на опарыш. На обычный крючок, поплавок. Рыбалку закончил. Вот там улов. Видите? Окунь не крупный, это Денис поймал на спиннинг. Потом в основном ельцы и несколько плотвы. Один пескарь еще попалась. Короче, рыбы дофига, много их. Но вот начнешь рыбачить, один заброс там поклевка, второй поклевка, третий уже рыба отходит, потому что он видит, когда ты махаешь удочкой, он, ну, осторожный, уходит в глубину. Ну, для начала мне пока это достаточно, чтобы поставить вот эти летние жерлицы. И вот здесь я поставлю, потом уже
на лодке на другое место будем. Ну, сходим, посмотрим. Также придется половить. Но скажу вам, очень трудная рыбалка, очень тяжело дается даже мелкая рыба. Но посмотрим. Надеюсь, нужное количество я поймаю и поставлю вот эти жерлицы. Вот. А сейчас пока рыбалку я закончил, чтобы рыбы чтобы не умерли, надо быстро поставить вот это, ну, как бы жерлицы. Вот. 2 окунь и один елец уже, они уже все мертвые. Вот. Ну, примерно так. Ух ты, он такой всплеск там был. Он там возле коряги. Но на этот окунь хороший. Такой ударчик. Возле самого берега. Но на спиннинг ни хрена не берет. Сколько кидал сейчас Денис. С этого берега он достает до другого. Пока вот такой улов. Вот, ребят, минога. Может, кто и не видел еще. Не крупная. Скользкая, блядь. Вон она. Вот. Такой ротик у него. Короче, до сих пор я еще ставлю жерлицы. Ну и по пути еще миногу собираю. Тоже как бы хорошая нажива. Сейчас дождь начинался, гремело. Вот тут уже штук 5, наверное, у меня. Фу, жарит. Капец. Там рыбаки спускались. Тоже рыбачат. Щуку поймали хорошую. Где-то аршин, наверное. Ну, толстая, здоровая. Ну и по мелочи еще были там рыбы. Вот. Денис тоже спиннинг кидал, потом гром начался, дождь начался, он пошел в избушку. Вот, а я здесь еще ковыряюсь. Как бы далеко уже ходить не стану, я уже прилично, где-то 2 поворота от избы уже наверх поднялся. Вот тут мелочь, смотрите, плещется. Вот, тут обычно подъездики раньше попадали, но река, смотрите, какая она узкая стала, высохла. Но все равно, как бы надо попробовать. Сейчас еще на миногу поставлю, вот хотя бы пару жерлиц вот тут. И лодку оставлю и напрямик пойду пешком. Вот. А завтра уже резинка порвалась. А завтра, ребят, уже сюда придем. А, утка сюда идет. Чирок. Завтра сюда придем, ну и будем проверять жерлицы и забирать-то их. Вот и сейчас уже время, наверное, 3 или 4 часа вечера. На все проще целый день уходит. Очень тяжело поймать живца. Вилу не взял, забыл. Миногу вилами хорошо искать. Ладно. Пока так. Ставим. Кормится рыба. Уклейки. Минога. Как змеи. Живут в воде. Смотрите, к жерлице подходит кто-то. Уже некоторые дергают. В общем, не разматывает. Удары есть, но пока выплевывает. Там еще вторая стоит. Окушок, наверное, не крупный.
отходит и отходит. Ну, за ночь может и попадет. Посмотрим. Ну все, ребят. Наконец-то. Целый день. Просто ушло целый день. Вот такой поворот. Омут. Здесь поставил 3 донки. Все. Уже вечер. Смотрите. Вечереет. Да. Очень долго пришлось мне ловить живцов, во-первых. Во-вторых, когда ставишь, много времени уходит. И еще на веслах вообще немало я сегодня прошел. Сперва вниз спускался от избушки и потом еще вверх. На этом повороте, как вы помните, я в прошлом году застрял во льду. Здесь лодку оставлял. Ну, сейчас я иду пешком. Дорога вся высохшая. Высохла вот здесь вот такие лужи. Место такое. Осенью здесь неприятно ездить. Ну, сейчас колеи хоть немножко не такие страшные, как раньше были, когда на зилах возили людей. Просто глубокие колеи были. Вот. Здесь тоже какой-то транспорт ездил. Не знаю. Посмотрим, какой будет улов. Это увидим завтра. Ничего не хочется. Сейчас я немножко даже устал. Сейчас пойду там пожарим мясо, шашлыки. Не знаю, на сковороде может даже и пожарим. Надо покушать. И вечером вообще никуда не пойду. Или же только на рыбалку, может на поплавок. Просто посидеть с удочкой. Или завтра, может, даже. Мне сегодня надоела уже эта река, честно. Хватит. А так, в принципе, дождь начинался. Погода шикарная. Ветер, не так много комаров. Ну, искусали, конечно, мошкара, но терпимо. Еще не мазался антикомарином. Все здорово. Вот так и иду. В прошлом году я до сюда на лодке доехал. И отсюда еще, считай, 15 километров пешком до дома. Поздно ночью я дошел домой. Можно было в избушке, конечно, переночевать, но мы сами видели, как все происходило. Это прошлогодний осенний поход был. С приключениями даже немножко. Очень много рябины. Так что медведи с голоду не умрут в этом году. Блин, дофига их. Сейчас тоже на лодке знакомый спустился. Ну, останавливались на середине реки, так поболтали. Тоже с рыбалкой идет. И говорит, очень много следов у лосей. А что-то у медведей ничего не сказал. Вот. Здесь вообще непроходимая была дорога. Ну, здесь лесорубы немножко подровняли. Чувствуется запах вкусный. О, смотрите, пока я там ходил, Денис тут приготовил уже мясо. Все готово, чай вскипятил. Сейчас помыть надо еще помидоры, огурцы и обалдеть. Запах-то какой. Лучшая рыба это колбаса
и мясо курицы. В 17 часов 30 минут. Целый день получилось, бродил сегодня я. Ну что, шашлыки пожарены на сковороде. Ну и помидоры, это покупные, а огурцы уже свое с теплицы. Опа. Вот так. Режем. Сейчас çevret lan bu graşne. Limon Ha. Da. Spinningen или tabi urnas. Просто? Просто самой. Просто угрыз. Tabi urnas. Что есть? Пробуем. Помидоры вкусные. Свои кислые. А это азербайджанское, наверное. Кина божда. Скажи. Ну, попробуем. Да. Вкусно получилось. Горячий еще только что пожарил, да? Обалдеть. Умеешь варить. Жарить, парить. Приправа острая немножко. Где-то полчаса я точно сейчас буду отдыхать. Потом уже подумаем, что дальше делать. Тонечка. И чай гудранный. Да. О, огонь. Чайник. Ничего не видно, конечно, уже темно. Закипает. Ладно, ребят. День закончился, уже вот темень скоро будет. Только приехал с рыбалки. Съездил на рыбалку еще. Поставил дополнительные еще жерлицы. Ну, завтра посмотрим, что попадет. Буду снимать, показывать. А сейчас уже мы будем отдыхать. Время кумен час на день есть. Полдесятого вечера. 21:30. Вот это да. Ладно, давайте до завтра. Сегодня практически нечего было снимать. Надеюсь, завтра будем с уловом. Все.